Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Сёння адметны дзень. Сёння упершыню у студыі Еўрарадыё прыйшла, хто бы вы думалі, доўгачаканая каардынатарка фонду медычнай салідарнасці Беларусі Лідія Тарасенко. Прывітанне, спадарыня Лідія. Здрасте. Дзякуй, што знайшлі час, натхненне, жаданне і завіталі до нас у студыю. Спасибо. Я вот как раз только с поезда этих вареников успела поесть украинских и к вам. А ну там ці тут уже у Варшаве? В Варшаве лучшее место, можно говорить, или это как-то не очень прилично? Ну ладно, чего уже нам тут, что мы будем ховать правду? На Варшаве центральный, там в переходе, по-моему, они даже на Google Maps не обозначены, там есть украинское место, лучшее место просто в Варшаве с пельменями. С варениками, простите, как я оговорил. Ну, бывае. Дарэчы, калі ўжо заговорили про тое, что приехала, про вандроўкі, мы, дарэчы, перад самым пачаткам с Лідіяй говорили про тое, колькі беларусаў зараз у Варшаве, колькі нас усіх вымушана было пасля 20-го года з'ехаць і колькі нас раскідана по свеце. А калі ўсё ж таки браць вузкую спецыялізацыю вашу, медики. Есть некие известки про то, сколько медиков съехало? К сожалению, это вопрос нерешенный, и как его решить, мы не знаем. Мы несколько раз подходили, доходя до разных стадий реализации проекта, посчитать медиков или белорусов, хотелось бы посчитать белорусов в эмиграции, но по объективным причинам это сделать очень сложно, и к тому же считать одну какую-то профессиональную группу еще сложнее, потому что в разных странах разные протоколы работы там, с персональной информацией, да, и если мы там просто придем, я не знаю, там, в МВД или какие-то другие органы и скажем нам, там, дайте нам личную информацию, сколько у вас белорусов, таких ответов, к сожалению, получить не получается, и неизвестен фреймворк, который бы позволял это сделать. Поэтому, например, до сих пор никто не посчитал белорусов в эмиграции. То есть есть только приблизительные цифры, но в случае врачей, медицинских работников счет идет, конечно, на тысячи, что для нашей страны очень много, потому что всего в Беларуси порядка 40 тысяч, например, врачей. Если оттуда уедет хотя бы 4 тысячи, то это 10%. Дарэчы, а 40 тысяч лекараў на тое колькасць насельніцтва беларусы, гэта шмат ці не? Вот коли все ж таки пораўноўваць. Смотрите, врач в Беларуси и врач, я не знаю, там в Германии – это разная боевая единица. Поэтому про количество, тут количество считать как температура по больнице, эта цифра сама по себе ни о чем не говорит. Есть данные ВОЗ, которые говорят о том, что мы посмотрим по странам, сколько там врачей на душу населения, там на 10 тысяч населения, как правило, считается, да, и у нас довольно высокий этот показатель. У нас есть, кстати говоря, наши данные нашего фонда о том, что Минздрав сильно приврал эту цифру, приукрасив ее, естественно, в большую сторону. Но вот если мы посмотрим на страны Европы, то в среднем на 10 тысяч населения от 40 до 60, по-моему, врачей приходится, да, это довольно много. В смысле, в Беларуси сейчас довольно много врачей на душу населения. Но учитывая, что у нас врач ходит по домам, чего, как правило, не существует в других странах, уж, по крайней мере, это не входит в какую-то государственную страховку, у нас врачи заполняют какие-то абсолютно безумное количество бумажек, каких-то журналов, справок. Такой нагрузки, как правило, дополнительной нету в других странах. Поэтому сравнивать объем работы нашего врача там, или объем работы какого-нибудь европейского врача довольно сложно. Я не говорю, что где-то легче или сложнее. Да? Часто любят сравнивать, вот там у нас типа там сложнее или здесь сложнее. Сложности везде разные, но здесь они выглядят как-то более, что ли, адекватными. То есть врачу работать приятнее, потому что на нем все-таки больше какой-то непосредственно лечебной работы, а не там хождение, разносение парацетамола по дому или что-то такое. Я да чаго менавіта на гэтым акцэнтаваў сваю увагу, тому что по звестках, якія ёсць і на сайце вашым фонда медычнай салідарнасці і ўвогуле агучваліся на сёння нібыта у Беларусі по медычных вакансіях усіх там і дактароў і медперсонала, увогуле медычных вакансій, скажем так, больш за 9 тысяч. А хтосьці тады кажа: не, ну дык паглядзіце на агульную колькасць, а паглядзіце на адносіны да насельніцтва. Ну ці так ужо это страшно? Можа это і лішнія былі людзі?
не Не существует... люди, а вакансии в сенсе. Не, люди, вы правильно оговорились. Не существует какой-то такой вот одной цифры, которая могла бы как-то объективно и полно охарактеризовать состояние здравоохранения. Да? То есть каждая цифра расценивается на фоне общего пейзажа, поэтому каждая цифра требует пояснения. Вакансий у нас действительно много, их прям действительно много. Ну, то есть если мы берем, что у нас примерно 40 тысяч практикующих врачей, а по нашим данным скорее, наверное, где-то 38, около того, а Минздрав говорит про... Ох, господи, чтобы не соврать. Забыла, сколько говорит Минздрав. Ну, много, что-то ближе к 50 называет цифру. Ну да, я там лечил, что где-то там на 10 тысяч больше, кажут. Если бы вы мне сказали перед эфиром посмотреть, я бы посмотрела, у нас есть точно записи. И на этом фоне 9 тысяч врачей, там не врачей, там медицинских работников, это все равно очень большая цифра. Но она также подвержена манипуляциям. Сейчас идет такая тенденция. Например, в отделении 5 ставок, работает 4 человека. 5-го человека не находят. Эту ставку разделяют между собой вот эти 4 человека, а потом приходит там очередная комиссия, проверка или просто администрация больницы и говорит: а все, мы эту вам ставку закрываем. Вы и так справляетесь, зачем она вам? Минус ставка, и как бы и опаньки, и в статистику она не попадает. Нагрузка та же самая, врачей больше не стало, а ставка как бы закрылась. Вот, и такая тенденция, она однозначно сокращает ставки, сокращает койки. Насчет необходимости сокращения коек тоже можно поспорить и поразмышлять, но это еще один трек в сторону. О нехватке медицинского персонала очень ярко говорит тот факт, что последние месяцы наметилась тенденция, когда людей, которых раньше не брали наши там главврача по безопасности и кадрам, который, естественно, проверял каждого человека подноготную относительно его благонадежности, и это становилось абсолютно главным фактором в принятии решения, брать человека на работу или нет, вдруг людей, у которых были какие-то записи в их биографии относительно приводов административных, их вдруг стали аккуратно брать обратно на работу. И это тенденция последних месяцев. Для меня это один из самых важных факторов, который говорит о нехватке медицинского персонала в стране. Но не стоит как бы обнадеживаться, как только режим почувствует себя фривольнее, это все будет откатываться обратно. Фрывольнее это что значится? Ён же и так сцвярджае, что усіх перамог, усіх под плінтус загнаў, там что такое? Да. Так и есть. Ну, так а что значит тогда? Слушайте, уровень загоняния, к сожалению, белорусов под плинтуса, он очень большой и только увеличивается. Гэта ж не азначае, что праблема недахопу медычных супрацоўнікаў вырашыцца. Яна ўсё адно будзе. Ну да, скорее всего. Но, во-первых, планирование наших как бы властей, оно сильно краткосрочное, и, как правило, там причинно-следственные связи строятся с трудом. Но самое главное для нас, на самом деле, надо признать, что проблема нехватки медицинского персонала – это проблема белорусиков, вас, всех остальных. Проблемы как бы феодала, они совсем другие, и, в общем, о вас никто особо не будет думать. Вот. Мовно кажучи, незанятых вакансий у лечкомиссии нема. Не готова вам ответить на этот вопрос. То есть количество жалоб, поступающих в Минздрав, я там давновато не уточняла вот этот момент, но оно росло, еще год назад оно росло, да, и какой-то дискомфорт у власть имущих от вот этого вот недовольства людей качеством медицины, он все-таки присутствует. И задача властей, в том числе Минздрава, просто сделать так, чтобы люди не возмущались. Притом так, чтобы они не сильно стараются. То есть выборы показали, что можно очень сильно репрессировать и силовыми методами задавливать даже какие-то очень сильные возмущения. Поэтому, в общем-то, люди, в руках которых власть, чувствуют себя довольно спокойно, уверенно. Вот. Ну и так, чтобы... Дарэчы, з гэтай нагоды наконт, можа быть, незадаволенасці людзей, глядач пад нікам самавар пытаецца. Пытанне: незразумела, чаму людзей не абурае недахоп медыкам. Калі былі пытанні падчас ЦТ, то людзі ўзбудзіліся, а тут выглядае, быццам іх гэта не турбуе ўвогуле. Што могуць зрабіць людзі на месцах? Сапраўды, в прынцыпе, заўсёды там как бы пенсіянеры ў чэргах, калі там даводіцца сядзець, яны абураліся, што вот там доўга чакаць, там
зараз тое ж самае, но не больш за тое, ці як, вот ці ёсць якая інфармацыя? Сложно для меня вычленить недовольство, которое уровень агрессии в обществе нарастает. И сложно вычленить вот именно какой-то фактор и сказать, что вот эту там часть агрессии возросшей мы можем приписать вот этому там фактору нехватки медиков. Я уже там 4-й год в эмиграции, мне тяжело сказать недовольство выше, меньше, такое же самое. Я просто вижу, как у людей, в принципе, нарастает там нервяк и по совершенно понятным причинам. По поводу недовольства количеством врачей, ну и не только врачей, вообще медицинских работников, он был всегда, и причем был такой, это достаточно болезненный вопрос. То есть, когда еще я сама работала в организациях здравоохранения в Беларуси, это был просто какой-то кошмар, да, сталкиваться с вот этой вот постоянной болью. Проблема еще в том, что часто виноватым делают вот того участкового терапевта, который сидит на приеме и который принимает там 60 пациентов в день. Вот он именно лично и виноват в нехватке врачей. Он их куда-то там спрятал. Он виноват, потому что очередь длинная. И очень часто люди, по понятным причинам это происходит, да, но это совершенно нелогично. То есть люди пишут там жалобы на врача, хотя надо было бы писать жалобу там на Минздрав. Но вот так вот происходит. Если возвращаться к вопросу, стало ли больше возмущений нехваткой персонала, то я не могу на него ответить, не знаю. Ну, але я так разумею, што ўсё ж таки ўсё гэта вельмі моцна цісне на медыкаў і адкуль у медыкаў сілы трымаць гэта ўсё? Оттуда же, откуда у всех белорусов. Медики – это часть белорусского общества. Да, эта группа там обладает определенными характеристиками, которые ее отразняет от остальной части белорусов, но в целом, оттуда же, откуда у всех белорусов, да, белорусы, в принципе, потерпят. Я сейчас это без претензий к кому-то говорю, это в равной степени характерно для меня. Не стоит делать из медиков героев, да, не стоит героизировать эту профессию. Это довольно опасная тенденция, которая ведет к тому, что от людей ожидают чего-то сверхъестественного. Нет, они тоже такие же люди, да, и они нуждаются в таких же, там, я не знаю, условиях нормальных труда. Я не знаю, мне не кажется, что медики терпят больше, чем там учителя, больше, чем, кто-то, предприниматели. Я думаю, что все терпят как-то одинаково, справляются по-разному, но это индивидуально. Да, это, видать, все ж таки менталітэт. Я хотел бы яшчэ закрануть тэму, яна перыядычна ўзнікае у навінах, гэта недахоп, ці там некуды там прападаюць тыя ці іншыя лекі ў аптэках Беларусі. І кажуць, это ж санкцыі. Санкцыі, клас, да. Што вядома пра гэта? Наколькі ўсё ж таки тое, што нейкія лекі заходнія знікаюць, гэта крытычна. Мы ж шмат пісалі, дакладней нам расказвалі, асабліва чыноўнікі, пра імпартазамяшчэнне і ўсё астатняе. То есть і ці санкцыі тут сапраўды вінаватыя ў гэтай вообще ситуации? Санкции, естественно, не улучшили бизнес-климат внутри страны, да, а фармацевтический рынок – это тоже бизнес. Поэтому санкции косвенно повлияли на состояние фармацевтического рынка. Почему я говорю косвенно? Потому что санкции в отношении ввоза каких-то препаратов не вводились. Да и в отношении медицинского оборудования это все проверяется в открытом доступе, есть база данных, где можно любой товар, любой хоть скрепки канцелярские проверить их на подсанкционность. И, я, понятно, не проверяла все на свете, но лекарственных средств там, насколько я понимаю, вообще нет в этих списках. И здесь влияние через то, что сложно проводить банковские операции, через то, что часть фирм просто уходит с рынка, потому что, какой вменяемый человек станет вести бизнес в стране, где в любой день в твой офис может ворваться маски-шоу и ложить всех мордой в пол. То есть, чего вы ожидаете от людей? Как они будут работать в таком климате, бизнес-климате? Плюс усложняются, на самом деле не упрощаются, усложняются процедуры регистрации. На нашем рынке, на нашем белорусском, работает, например, закон, который называется «Третий лишний», постановление, не помню номер, могу посмотреть, который говорит о том, что при наличии 2 хотя бы предложений на торгах от
представителей, от производителей, ну, короче, тут могу ошибиться в терминах, которые предлагают лекарства, например, России, Белоруссии, Казахстана и некоторых там других стран, да, все остальные, например, европейские, просто даже не допускаются до торгов. Понятное дело, что в таких условиях, опять-таки, вести бизнес становится сложнее. Поэтому компании очень часто уходят с рынка, ну вот по таким вполне понятным бизнес-причинам, которые относятся к климату в стране, который создается государством. Это в первую очередь. Сейчас, когда появились санкции, конечно, очень удобно на них все спихивать. Типа вот смотрите, а раньше у нас все было прекрасно. Я по своей работе помню, как десятками лет нельзя было добиться, десятками, не оборудования, не там, я не знаю, нормальных каких-то там ремонтов. И поэтому сейчас, когда появились санкции, удобно как бы поставить галочку и сказать, что это все из-за них, а раньше чего так же было. Ну, то есть весьма сомнительно вот именно эта история с лекарственными препаратами, что санкции как-то сильно сказались. Таким чынам, калі прапаганда пачынае ў чарговы раз расказваць, што прапалі вось нейкія там пэўныя заходнія лекі з аптэкаў, а вы ж вот чулі, як латушка з Ціхановскай да санкцый заклікалі. Это яны виноваты, что у вас тут зараз нема. Ну, логично. То есть это, скажем, мягко не зусім правда. Ну, будь я пропаганда, я бы, конечно, тоже говорила, потому что очень уж удобненько на кого-то спихнуть. До речі, вот вы узгадали ситуацию с леками, с этими торгами, и всем остатнім. У мяне ёсць сябра, ён, до речі, зараз знаходится за кратами за свою журналистскую дзейнасць, Сацук, и он праводзіў шэраг расследаванняў, звязаных с коррупцией у Министерстве аховы здароўя, звязанымі с тендерами на розныя закупки, як абсталявання, так і лекаў і розных прышчэпак вакцынаў і гэтак далей. Сапраўды там усё вот так вот непросто с коррупцией-то? Тут мне сложно ответить, да, потому что я за руку никого не ловила. Явно видны уязвимости системы, которые предполагают, что если кто-нибудь хочет участвовать в коррупционных схемах, то его как бы сама система к этому подталкивает. Система слишком государственных закупок, вот этих проведения тендеров, она слишком громоздкая, непонятно, зачем там столько цепочек, непонятно, зачем там такая организация, как медицинская техника, например. Очень много вопросов к этой системе, и по ее структуре, глядя на нее, понятно, что, ну, как бы здесь есть основания для того, чтобы коррупция процветала. Ну так, обураются люди, пишут вот что аптэки и лекарства в поликлиниках нема специалистов. Да, нема специалистов. Самовар изноўку пытается, калі ідзе звальненне лекара по палітычных матывах, ці бывалі кейсы, калі яго пациенты могли абараніць и человек заставаўся на працы? Ну, до определенной степени да. То есть я не последний змагар, который уехал из медицины, да, есть там прекрасные, замечательные, светлые люди внутри страны, которые каждый по своим причинам продолжает работать, ну да, как бы находясь под рисками. Ну, в общем, людей отстаивали и администрация, и администрация в совокупности там с пациентами. Не во всех случаях это возможно, я не знаю, как это предсказать. То есть иногда за какие-то там один приход 23-34 и человека увольняют через, я не знаю, несколько лет после того, как нашли его, там подняли это дело, вдруг оно вспомнили. А иногда за гораздо большее количество заслуг вот, люди как-то продолжают работать. І тут мы тады звернемся да вельмі такой балючай тэмы палітвязняў, увогуле вязняў. Колькі медыкаў? По нашим данным, как минимум 25 человек. Вот, с уголовными статьями. Мы ведем, конечно, учет, но, к сожалению, стоит признать, что мы можем сделать очень мало по этому поводу. То есть мы знаем там про всех, кто сидит, но сделать по этому поводу мы фактически ничего не можем, пока человек находится там. Зараз вельмі шмат абмяркоўваецца гэтая тэма палітвязняў, магчымасці там дапамогі палітвязням і іх сем'яў. Вот у Празе праходзіла канферэнцыя вялікая, кангрэс з гэтай нагоды, ініцыятывы розныя ствараюцца, аб'ядноўваюцца, нешта прыдумваюць. Вы бачыце магчымасць нейкім чынам дапамогі, а можа быць нават выцягнуць этих людзей з-за кратаў? Этот вопрос лежит вне плоскости вообще моей компетенции и мандата того, что мы делаем.
То есть мы не политическая организация, мы общественная, и вопрос политвязней, каким бы он ужасным ни был, да, ну, то есть мы его решением как бы не занимаемся, поэтому отвечать мне сейчас, говорить, что я там вижу какую-то возможность, будет профанацией, наверное. То есть я не знаю, насколько вероятно там выторговать людей или я не знаю, там каким-то найти точки давления на режим. Не знаю. Я знаю, что если уже человек там освободился, уехал из страны, да, тогда больше возможностей, естественно, помочь. Ну, вот, до тех пор, пока человек внутри страны, ну, не знаю. У адным са сваіх інтэрв'ю вы сказалі такую, як мне падалося, дзіўную рэч, Праўда, потым патлумачылі, але я хочу, каб вы зараз вот агучылі, што калі мы кажам пра рэпрэсіі, то рэпрэсіі закранулі кожнага, хто працуе ў сферы медыцыны. Ну, это логично. Просто мы же любим говорить, мне еще повезло, меня там не сильно били. Репрессии – это когда вас заставляют там скидываться на Красный Крест, когда вы знаете, что деньги пойдут не туда. Репрессии – это когда вам угрожают, например, вот ты там заведующий отделения, и мы знаем, что ты подрабатываешь в частном центре. Ты или остаешься заведующим и увольняешься из частного центра, или мы тебя снимаем с заведования. Это тоже тип репрессий, просто, помягче. Поэтому, находясь в системе здравоохранения, очень сложно этого избежать, вот такого вот отношения. Зараз шмат людзей выходзяць, хто быў па першым часе вот на такія яшчэ, як бы кажуць, вегетарыянскія тэрміны, там год, полтора, 2,5 асуджаны выходзяць за кратаў, і мы чуем шмат аповедаў пра сітуацыю з медычнай дапамогай у так званых месцах пакарання і пра тое, як сябе паводзяць медыкі. Як бы вы описали эту ситуацию? И кто в ёй виноваты? Ці сапраўды медики, ці система, ці что? Когда человек продолжает работать вот в этой вот системе пенитенциарной, да, неважно, на нем там погоны полковника или там медицинский халат, совершенно понятно, что система создана для того, чтобы максимально пытать людей, которые туда попали. И остаются там работать, я не поспорю на все, что угодно, что там совсем нету каких-то светлых людей, но мне кажется, что процент их приближается к нулю сейчас. То есть работать в этой системе. Вы представляете, вот что такое приходить на работу, например, там в белорусскую тюрьму, где сидят политвязни? Как это можно себе представить? Как можно представить? Даже если ты просто ничего не делаешь. Допустим, там есть какая-нибудь такая должность, которая, там, я не знаю, стену подпирать. И вот ты просто сидишь и на все это смотришь. Нормальный человек станет это делать? Я думаю, что нет. Поэтому получил он когда-то диплом врача. Садисты в медицинском университете тоже учатся. Или потом там развиваются такие способности. Вот в звязку с так сказать, професійнай дзейнасцю альбо там, скажем, наукай, некалькі пытанняў. Першае звязанае са студэнтамі. Все ж таки нейкім чынам зараз тое, што мы побачылі, у якой сітуацыі дактары, якае стаўленне да медычных супрацоўнікаў у дзяржавы на прыкладзе першай хвалі ковіду і гэтак далей, нейкім чынам, я не ведаю, жаданне стаць медыкам у беларускіх юнакоў, падлеткаў, дзяўчат зменшылася ці не? Разуменне таго, куды яны насамрэч ідуць, ёсць? Не, его никогда не было. То есть у меня его не было, ни у кого из моих знакомых его никогда не было. Когда ты идешь в медуниверситет, тут, конечно, еще такая особенность специальности, не только в медуниверситет, там даже в медицинское училище. Особенность специальности в том, что много мифов вокруг специальности, профессии, да, такая... Ратовать людей. Да, то есть ты себе представляешь что-то совершенно невменяемое в этот момент, плюс там это одобряется, там, я не знаю, родственниками, маминой подругой, соседкой и таксистом, что вот, типа, там, хорошая девочка. Самое головное. Да, хорошая, там, вот у вас там девочка растет, будет, врачом, будет всем помогать. Тут такие вопросы, связанные с коллективным бессознательным, вот. А потом ты, попадаешь в эту реальность. То есть, я это поняла только, когда пошла работать. Вот для меня вот мир до и после. Поэтому мне кажется, что желающих пойти в медвуз до сих пор много. Мы следим за такими факторами, как, например, проходной балл, и видим, что
люди, которые там сдавали там тестирование там на 400 баллов, ну, вместе с этим самым, с аттестатом, тоже несут документы в мед. С другой стороны, мы видим такую тенденцию, что есть определенная стратификация поступающих в мед. То есть количество мест вообще увеличивается, ну, потому что не хватает медиков, и наше государство пытается таким образом закрыть дыры. Количество бюджетных мест тоже как бы увеличивается, но за счет того, что увеличивается количество целевиков. А для целевиков вводятся другие правила поступления, другие льготы, и там, если проходной балл для бюджетника вот в последнем, в 23-м году, был на лечебный факультет больше там 300 баллов, то на один из факультетов там что-то 110 для целевика. Вот. Как бы условия неравные, и идет тенденция к тому, чтобы закабалить человека с самого начала. То есть целевое направление, 5 лет отработки, короче, и все вот эти прелести. Слухайте, ну не толькі ж у Мінску, у сталіцы медычны універсітэт. Яны 4, а это толькі Мінск. А ёсць яшчэ там іншыя там, і столькі людзей вучацца, што і пашыраюцца. А куды яны знікаюць потым? Да, количество выпускников наших медвузов больше, чем потребность, в общем-то, страны во врачах. Ну, не в смысле 1 год выпускают, чтобы закрыть всех. Нет, я имею в виду, что вот если бы на протяжении там лет никуда не растворялись эти люди с медицинским дипломом, то у нас было бы, ну, завалить этих врачей, непонятно, куда они шли. Ну, в общем-то, они и так непонятно, куда идут. Люди уходят из профессии, ну, то есть абсолютно нормально. У меня есть программисты знакомые, там, врачи, абсолютно нормально пойти там переквалифицироваться. Люди, конечно, уезжают из страны. Люди уходят в декрет, никогда не возвращаются. Ну, вот какие-то такие пути. Значит, вот так вот отступления. Сістэма так пабудавана. І другі ўжо бок медаля гэта чыноўнікі ад медыцыны. Калі браць вот міністэрства, там тыя ж самыя там міністры, ну яны ж там не умоўна кажучы, не з КДБ прыходзяць, ну не ўсе прынамсі, ну, не ўсе, да, прыходзяць з прафесіі. І што з імі здараюцца тады, калі вот яны раптам перастаюць разумець патрэбы на нізах медицинских супрацоўнікаў, своих коллег? Ну, не стоит романтизировать профессию. То есть диплом врача тебя не страхует ни от каких там, я не знаю, ни от каких странностей. И от того, чтобы быть козлом, тоже не страхует. Я не знаю, что приводит людей в министерство сейчас, опять-таки. То есть я понимаю там желание людей там сделать мир лучше, да, я понимаю желание людей там пойти вот куда-то там в какой-то высший менеджмент для того, чтобы там построить какую-то там систему, любую там здравоохранение, неважно чего, которая бы, ну вот, я понимаю хорошие мотивы, которые туда могут привести. Возможно, кто-то приходит туда с такими мотивами, но потом как бы втягивается в систему и становится ее винтиком, частью, вот, или выпадает из нее и уходит куда-то еще. Вот. Почему у людей там срывает башню, когда они становятся чиновниками Минздрава? Такой вопрос философско-психиатрический. Ну, не знаю, ну, понятно, что человек не может быть свободен от общества, в котором он живет, и ты вольно-невольно перенимаешь какие-то механизмы там взаимодействия с другими людьми, правила игры. Вот. Ну, как-то вот так. Вожык патрыёт пытаецца. Апошнім часам усё часцей нават у райцэнтрах бракуе лекараў вузкай спецыялізацыі. Праз гэта ладзяць гастролі, калі прыязджаюць спецыялісты са сталіцы. Як такое мышкаванне отбивается на системе? Я вам скажу, что оно было довольно давно. То есть я отрабатывал свое распределение, господи, лет 15 назад. Это у нас то же самое было. Вот, возможно, не в таких масштабах. Сейчас это еще и с помпой такой подается, как классная, отличная идея. На самом деле нет. Ну, то есть, если бы это было в рамках мастер-классов, которые проводятся, обучающие конференции, тогда да. Но сейчас это именно вот, ну, под закрытие дыр, которое подается под форматом мастер-классов. Ну, скажем так, наверное, это лучше, чем вообще ничего на самом деле. Но как бы это не решает глобально проблему. И когда у нас говорят про нехватку каких-то специалистов, нужно понимать, что часто мы даже не знаем, каких специалистов у нас может не хватать. Я там часто привожу в пример там, специалист по паллиативной помощи.
Кто-нибудь знает про такого специалиста вообще у нас? Вот кто-нибудь когда-нибудь задумался, что мне не хватает специалиста по паллиативной помощи? Мы понимаем, что нам может не хватать участкового терапевта, там лора, офтальмолога, но про каких-то специалистов мы даже просто не знаем, что нам их не хватает. А не хватает, на самом деле. Вот так вот. Сейчас она говорила такими словами, которые вот, как бы вот я даже сполохался, думаю, что Это про что я там. специально. Говорит, чтоб не зазнаваўся. Мы ўзгадалі на самом пачатку медыкаў, якія вымушаныя былі ў выніку там пераследа, там ці яшчэ чаго, ці не бачылі перспектыў далейшых выехаць за мяжу. А ці лёгка уладкавацца беларускаму медыку за мяжой? Нелегко, вообще нелегко, и с временем это становится только сложнее. То есть миф о том, что наших там врачей отрывают с руками и ногами, всегда был мифом. Наших врачей, на самом деле, нормально к нам относятся, там нормально ценят специалиста, если он обладает там профессиональными навыками, но все равно тебе нужно встраиваться там в новую среду, где говорят не на том языке, на котором ты привык говорить. И говорить на этом языке хорошо, потому что, ладно, еще ты там с коллегами объяснишься, коллеги тебя поймут, но как бы пациент не должно становиться его проблемой, то, что врач не очень хорошо говорит на его языке. Вот, поэтому тебе нужно очень хорошо знать язык, тебе нужно сдать кучу экзаменов. Как правило, система довольно сложная, многоэтапная, многоступенчатая. И в последнее время появилась такая вот новая проблемка, как проблема с документами. Потому что наш Минздрав прогрессивно перестает выдавать все новые и новые документы, которые нужны, могут быть нужны здесь. Бывают нужны какие-то справки, там, я не знаю, о несудимости уже, когда человек находится здесь, и для этого нужно ехать, там, я не знаю, в Беларусь, обращаться в посольство, и это тоже проблема. Поэтому вот к стандартным таким вещам, как сложность нострификации своего диплома, получения права на профессию, прибавляются вот эти вот штуки с проблемами бумажными. Плюс нарастает и напряжение, например, в польском обществе, естественно, да, то есть здесь люди тоже, как бы они живут в том же информационном пузыре, в том же мире, в котором мы живем все, здесь люди тоже боятся войны, и это увеличивает напряжение, которое сказывается в том числе и на процессах, которые связаны с подтверждением дипломов. Ці атрымліваецца вырашаць гэтыя праблемы, агучваць іх, тому что я ведаю, што ўсё ж таки той же самы юрысты цэнтра беларускай салідарнасці шмат робяць, каб вот пытанні такія вырашыць. Але калі кажам про вузкаспецыялізаваныя пытанні, в большинстве случаев вот врачей, которые сталкиваются с какими-то проблемами, так или иначе их удается решить. Часто просто у тебя нету какого-то стандартного пути, по которому ты должен идти. Где-то там нужно общаться с администрацией больниц, где-то там с избами лекарскими. Я говорю про Польшу, хотя, конечно, я хотела бы там знать про больше стран, но так как мы сейчас, в общем-то, находимся практически все в Польше, то вот такие административные вещи мы закрываем только тут. Вот. Решение, как правило, находится, но это нетривиально, иногда занимает там долго, много времени, иногда руки опускаются там у людей, они говорят, там, все, я больше не могу. Вот, поэтому не так, чтобы легко, но мы работаем над этим с определенным успехом, я бы сказала так. Если и здесь я очень хочу сказать вообще медикам, которые приезжают в Польшу, помогайте друг другу. Можете там обращаться к нам, да, мы не раскрываем личных данных, мы там во многих ситуациях можем подсказать, что делать. Но в принципе, то есть не рассеивайтесь, не там оставайтесь один на один со своими проблемами, ищите комьюнити, сами создавайте это комьюнити, вкладывайте там, помогайте другим людям, потому что когда там польский Минздрав конкретно, да, видит, что много людей занимается каким-то вопросом, то и ответные действия, он способен на более, скажем, положительные ответные действия. Поэтому не забывайте о том, что здесь это работает получше, чем в Беларуси. Может быть, вы тут лепш ведаете, про что пытаются. Что гостя может сказать про массовое приглашение пройти диспансеризацию в поликлинике по месту жительства? Ой, очень люблю эту тему, не знаю, кто задал вопрос, спасибо. Василия 1. Диспансеризация. Здесь есть два момента. Идея, в общем-то, неплохая. То есть во всем мире и, в принципе, по логике медицина, здравоохранение направлено на профилактику заболеваний, да, на то, чтобы оно как-то не развилось. Да, там огромное количество каких-то там превентивных действий, предотвратить легче, чем лечить. Это хороший момент, но с нашей диспансеризацией как бы
хорошие моменты заканчиваются. Потому что хорошую идею впихнули совершенно в какую-то странную реализацию. Ну, вот хотя бы даже эту историю с заполнением анкет. Любой вообще десятилетний блогер может создать анкету-тыкалку в любой социальной сети, и вам не надо будет идти ни в какую больницу, ни в какую поликлинику, занимать время, там, да хоть кого угодно, даже если санитарку посадят, заполнять с вами эту анкету. Сейчас же еще и от работы дают оплачиваемый выходной, то есть эти расходы ложатся еще и на работодателя. Плюс ты проходишь какие-то обследования. Я читала план этой диспансеризации, там очень много вещей, которые доказанно не работают. Мой любимый пример с анализом мочи. То есть там чуть ли не всех отправляют на анализ мочи. Прямо вот международные рекомендации говорят, анализ мочи без симптомов делать не имеет смысла. Там прямо так и написано. То есть делать этого не надо. Но у нас почему-то делают. И там очень много таких вот моментов, которые делают весь процесс профанацией. И что? И вот профит кому и який вот смотрите, такие процессы, как диспансеризация, скрининг, они нацелены на всю популяцию сразу. Это может быть не совсем логично, понятно с точки зрения одного человека. То есть когда мы там, я не знаю, сделаем там 100 людям какой-то там диагностический тест, мы, допустим, там у 10 из них найдем какие-то факторы, на которые мы можем повлиять. Для 90 других это будет, ну, там, самоуспокоение. А может быть, еще для кого-то из них и ложноположительный тест, который приведет к ненужным там дополнительным обследованиям, к тревогам и все такое, просто потому что у него тест был ложноположительный. Вот. И все вот эти вот штуки, скрининги, диспансеризации, это очень сложный именно процесс. Это не метод, это процесс, который вот взвешивает все эти за и против, смотрит, какие методы мы используем, насколько они экономически выгодны, да, насколько люди будут вообще готовы включаться в этот процесс. И там столько всего вообще, это прям отдельный, я не знаю, сложная очень конструкция. Я забыла, с чего я начала. Я так само, я заслухаўся і тоже уже згубіўся. Добра, у нас не так шмат часу на эфир засталося, але хацеў бы яшчэ два пытання задаць. Першае датычна прыватных клінік. То есть мы тут шмат кажам про тое, вот там наезд на іпэшнікаў, вот там лукашэнкаўская дзяржава знішчае малы бізнес. Что адбываецца вось менавіта з прыватнымі клінікамі? С аднаго боку там как бы ну нормально, вот яны установяць, колькі можа каштаваць паставіць пломбу, чтоб не задзіралі цену. З другого боку вот ситуация с кіраўніком, заснавальнікам клінікі Новае зрэнне. То есть вот что это у той же самой накірунку, як і з астатнімі ЭП, ці тут нешта іншае? Ну, конкретно с конкретным человеком, я не знаю, там могут быть какие-то и личные моменты, кто-то с чем-то что-то не поделил, кому-то, я не знаю, там понравился бизнес, и кто-то решил его для себя там отжать или для своей невестки. В целом, ну, все достаточно просто. У нас борьба с классовыми врагами, у нас почему-то всегда сверху насаждалась идея о том, что ИПшники – это какие-то плохие торгаши, вот как бы эти бизнесмены, вот эти рвачи, но это совершенно безумная какая-то штука, садистическая. Вшивые блохи. Ну, вот, да, вот. То есть это совершенно какая-то пропаганда садизма, совершенно нелогичная. Ну, то есть все страны, наоборот, заботятся там о бизнесах, да, там, я не знаю, там в Грузии ИПшники, у них там 1% налога, ну, то есть вы только работаете, как бы, ну, это же хорошо, человек ничего там от тебя не хочет, сам на себя работает, еще рабочие места создает, налоги платит, вообще никаких проблем, ну, типа... А у нас все как бы наоборот, вот это все вывернуто наизнанку, совершенно какой-то вывих сознания происходит чиновников, ну, системы. И что? И вот у нас, значит, выпихивают со всех сил там любой бизнес. Понятное дело, что под эту марку происходит отжатие себе бизнеса. Бизнес у нас традиционно доят. Просто раньше были там более крупные, более интересные игроки на рынке, с которых можно было больше денег заработать, ну а сейчас уже там приходит, там, я не знаю, там какой-нибудь небольшой фармфирмы, который там 3 препарата на рынок привозит. Вот. Классовая ненависть, вот как бы садистическое удовольствие от того, чтобы вот кому-то сделать плохо, ну, раскулачивание, вытягивание денег, передел бизнеса, подминание под себя, потому что частные клиники вот там в последние, не знаю, там лет 10 вот начали как бы меньше даже, вот явно со связью с там семьей, вот, поэтому такие причины. Ну, звычайная ситуация у самой некоррупованной краине, где только социальная справедливость для
чалавека і яго блізкіх вядомага. На заканчэнне я тут шмат вам пазадаваў пытанне, як самы звычайны прафан, які там нахапаўся нейкіх вяршкоў. Скажите мне як прафесіянал, все ж таки нарэшце галоўная праблема беларускай медицины сёння у чым якая? Вершки — это сливки, да? Нет, это по верхам. Ладно. Ну, хотя да, сливки так само на верхах, она как бы да. Я думаю, что легких ответов на этот вопрос нет. Ну, то есть нету какой-то такой одной проблемы, причины. Мне всегда хочется, и это, в принципе, то, ради чего вот организация наша работает, хочется, чтобы там в людях сохранялось человеческое, чтобы мы как-то бережно относились друг к другу, там, вообще к жизни, думали друг про друга и не думали о том, как вот где бы там урвать себе. Если на таком принципе будет построено и здравоохранение, то где каждый там будет думать вот не только про себя, но и там про ближнего своего, то, наверное, всем нам станет лучше. То есть, ну, але вот самая главная проблема медицины сегодня. Я не думаю, что на этот вопрос можно ответить конкретно, что ответ будет всегда философский. Ну, то есть, я не знаю, раньше я говорила, что там снайпер, но мне кажется, что сейчас уже никакой снайпер вообще не справится, нет. Как-то вы пессимистично вы решили завершить. Да? Очень оптимистично. Чекайте, это для кого, что навод снайпер не справится? Ну, ведь проблема не в одном человеке, да, то есть если бы просто там один какой-нибудь безумный человек был, ну, он бы как бы был просто безумным человеком, да, но так как у нас вся система выстроена вокруг принципов, когда какой-то максимальной бесчеловечности, каких-то запредельных вообще садистических штук, то тут всему обществу придется расхлебывать это очень долго и прилагать очень много усилий, и я не верю, что при моей жизни мы сможем справиться со всеми этими травмами, проработать их, которые мы получаем вот в последние 4 года хотя бы даже. Я так спадзяюся, что это так само оптимистично проучало тогда. Ну, мы не сдаемся, мы работаем. Несмотря на это, если я сдамся, лучше не станет. Поэтому... Добра, что на заканчэнне про вот менавіта фонд? Может быть, хочаце что-нибудь пропиарить, прорекламовать инициативу, там, ці, скажем, пожаданне, ці зварот да. Давайте так скажу. После того, как нас всех объявили экстремистами, там нас, белых халатов, мы решили еще и объединиться, углубить нашу интеграцию. Поэтому мы вот не ссоримся, а даже объединяемся. Белорусские инициативы, мы молодцы. И мы нам все больше интересно состояние белорусской медицины, белорусского здравоохранения внутри страны. Поэтому я знаю про безопасность, поэтому если вы можете для себя безопасным способом делиться информацией о том, что происходит внутри страны, пожалуйста, делайте это. Есть телеграм-канал «Белые халаты», есть там бот. Делитесь с нами информацией, потому что нам важно рассказывать, что происходит для наших читателей, для людей внутри страны. Мы пишем отчеты там, для ООН о том, что происходит, и считаем эту работу не бесполезной. Таким чынам, калі у вас ёсць звесткі пра дыскрымінацыю, рэпрэсіі, там ці яшчэ нейкія непрыемныя факты, якія дачыняюцца да медыкаў, увогуле што адбываецца ў медыцыне, у сферы медыцыны, калі ласка, калі для вас это бяспечна, звяртайцеся альбо у фонд медычнай салідарнасці Беларусі з гэтай інфармацыяй. Ну і я так разумею, што калі патрэбна дапамога ці кансультацыя, таксама можна да вас звяртацца. В меру возможностей, да. В силу и меру магчымасцей будем дапамагаць адзін аднаму. Ну і вельмі правільнае слово мне падаецца сказала спадарыня Лідія про тое, што трэба яднацца. Медыкам у тым ліку шмат з'ехала, яднайцеся і такім чынам аб'яднаўшыся значна прасцей не толькі бацьку біць разам, але і адстойваць свае правы. Спасибо. Дякую вялікі. Лідія Тарасенко, координатарка фонда медычнай солідарнасці Беларусі, Зміцер Лукашук былі з вами. Глядзіце, читайте, подписывайтеся, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Жыве Беларусь.